Але температура. В 1789 году чеченский аул Алды, сейчас его называют Буган-Юрт, был окружен 6 сентября экспедиционным царским корпусом. Больше 10 тысяч солдат и еще 2000 пластунов казаков. Но за 3 дня до этой битвы, до этой схватки, казаки, друзья чеченцев, из казачьих сел, ночью трижды приезжали, на чеченском языке, на русском языке говорили им: «Ночи, ларуш, эскардоваш, тушуна, с акцентом». А вот на чеченцы: «Будьте осторожны, готовьтесь, вас окружают. Действительно, помогли они, казак. И вот утром 6 сентября, по-моему, это был в Алды началась схватка, начался бой. Начало было где-то около 8 часов, и до 5-6 часов вечера шел безостановочный бой. И, значит, за эти 3 ночи успели за 3 суток в Алды приехать с окружающих сел, даже с гор, на конях быстро спуститься, помочь. Туда пришли около 3500 чеченцев помочь им. А в самих Алдах, как говорят историки, было не больше 400-500 человек, мужчин, от 15 до 100 лет, которые могли сражаться и палкой, и мечом, и кинжалом, и ружьем, и топором, и граблями, чем что было в руках. И вот их окружили, там, как говорят, больше 12 тысяч человек. К вечеру в живых осталось чеченцев только около 20 человек во главе с шейхом Мансуром. Его чеченское имя Ушарм. И вот в этом бою погибло более 8 тысяч русских солдат, уложили они. И сами 4 тысячи погибли чеченцы. Только осталось 15-20 человек шейхом Мансуром. И они, вот как раз в это время он ушел, Анапа, помните, оттуда ушел он. И в Анапе потом он погиб, на него дикобои, на него свалилась стена крепостная, и он прижат стеной, его потом увезли в Петербург, Шлиссельбург, там крепость была. И там он был на стене заколот одним из царских сатрапов за то, что он не хотел примириться. Он стоял прикован цепями, его в сердце закололи. И вот этот бой именитый, этот исторический бой, я постарался запечатлеть в своем стихотворении, которое называется «Мюриды Мансура». Нет, наши руки не ослабли, мы отдыхаем до поры, а наши кованые сабли еще по-прежнему остры. Над нами только власть имама, а выше лишь один Аллах, а он всегда, мы знаем, с нами, нам потому неведом страх. Урусы гордые считали, лишь звезды гуще их рядов. Была работа острой стали в жестокой схватке у Алдов. Мы в волны падали с врагами, и был поток горяч и ал. Пылала родина имама, горели люди, лес пылал. Мы здесь доверчивые жили, у наших тихих очагов, когда пришло в несметной силе большое скопище врагов. И защищая реки, скалы, джигиты наши полегли, царям всегда, наверное, мало своей отеческой земли. И в час смертельный рядом с нами, когда сражается имам, лицом к лицу, сходясь с врагами, нельзя оглядываться нам. Честь и отвагу, как и прежде, до наших дней мы сберегли, ведь мы последняя надежда родной истерзанной земли. Для нас когда-то, словно жребий, наш предок высек на скале, чеченцу лучше рай на небе, чем ад бесчестия на земле. И наши руки не ослабли, им никогда не сдать оков, а наши кованые сабли еще смертельны для врагов. Аллаху Акбар.